Способ выделяться среди сверстников или бомба замедленного действия? Ответ на этот вопрос ищут сегодня в школе номер 4 селения Кажева. Специалисты кардиодиспансера приехали не просто, чтобы прочитать лекцию, а развеять мифы, которые так популярны среди подростков об энергетиках и вейпах. Спикеры рассказывают, один из самых опасных мифов – вейпы и электронные сигареты куда менее вредны, чем обычные. Конечно, это не так. Основная проблема вейпов – они до сих пор до конца не изучены и могут наносить куда больше урона организму, чем принято думать. Аэрозоль вейпа или электронные сигареты вызывают кратковременную воспалительную реакцию в легких, как и обычные сигареты. Причем пары жидкости без никотина могут привести к более серьезному повреждению. После воздействия аэрозоля электронных сигарет приобретает еще большую устойчивость к антибиотикам и становятся фактически супербактериями. То есть, другими словами, против них становятся неэффективны какие-либо антибиотики. Но не менее опасный враг – энергетики. 160 ударов в минуту. До такой частоты может подскочить пульс подростка после банки этого безалкогольного газированного напитка. Кофеин, таурин, сахар – все это в большом количестве крайне вредно для детского организма. Злоупотребление энергетиками с высокой долей вероятности приведет к серьезным расстройствам сердечно-сосудистой системы, даже здорового человека. Существует две основные опасности, связанные с энергетиками. Это кофеин и алкоголь. Производители, стремясь завоевать рынок, выпускают энергетики с более высоким содержанием кофеина. Особенно опасно регулярное воздействие высоких доз кофеина на детей и подростков. Учащихся не просто призывают к отказу от вредного, а предлагают здоровую альтернативу. Взбодриться, например, можно другими способами. Сделать разминку, умыться холодной водой, проветрить помещение или выпить зеленый чай. Чтобы лекция была не просто скучной теорией, учащимся предлагают интерактивы. Один из них – проверка здоровья легких ребят. Давайте на счет 3 мы делаем глубокий вдох, максимально сколько вы имеете, можете точнее, и выдыхаем в шарике. Ученики школы узнали много полезной информации о вреде энергетиков и электронных сигарет, а именно, как пристрастие к ним сказывается на организме. Я сегодня на лекции понял, что энергетики и электронные сигареты портят дыхательную систему, сердечно-сосудистую систему. В энергетиках содержится такое вещество, которое я сегодня узнал на лекции о том, что в нем содержится такое вещество, которое вызывает зависимость от энергетиков, не только от электронных сигарет. Сегодняшняя лекция была достаточно полезная для подрастающего поколения, так как она затронула важную тему о курении и употреблении энергетических напитков. Помимо того, что энергетические напитки плохо влияют на сердце, они также могут повышать сахар в крови, вызывая диабет и плохо отзываться на желудке. Специалисты кардиологического диспансера проводят подобные лекции среди подростков на регулярной основе. Не просто пропагандируют здоровый образ жизни, а приводят железные аргументы, почему стоит его придерживаться. Главная причина, мы хотим преподнести фактор главный – это сердце. Ведь на сердце влияют все эти привычки, наркотики, курение, табачный дым. Главный итог встречи – важно не просто предостеречь, но и сформировать у подростков ответственное отношение к своему здоровью. Мария Макеева, Магаз 24.